Квартира или частный дом? Многие горожане сталкиваются с этим вопросом. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Жительница Якутска Майя Попова, казалось бы, не так давно приобрела квартиру, но уже решилась продать ее и, что называется, расширяться. Я смотрела, допустим, даже частные варианты, ну, вот частный дом с двором, да. У нас многодетная семья, мы хотели как бы сначала в частном доме подумали, посмотрели, на Сергеляском шоссе, тоже как бы недалеко от города, черта города. Но там цена нас не устраивала, и как бы много тоже нюансов с частным домом связаны. Мгм. Так, и в центре мне хотелось бы, чтобы все близко было. И детям, чтобы пешком добираться до школы. Они же как бы самостоятельно ходят. Мгм. Вот. От работы, чтобы недалеко было. И чтобы все в шаговой доступности. Вот это первоначально меня интересовало. Пожеланий было много. Дом не позднее 2010 года постройки, обязательно в центре. Этаж не выше 4. Развитая инфраструктура, тихие соседи. А самое главное, все это за приемлемую цену. Осмотрев несколько вариантов, предложенных риэлтором, Майя все-таки нашла тот самый. Вот эту квартиру, в которой я сейчас нахожусь, да, она соответствовала полностью моим запросам. То есть я могла зайти и сразу тут жить, потому что мебель все оставляла предыдущий продавец, получается, да, собственник. Действительно, продавец спешила продавать квартиру в связи с переездом в другой регион. Найти такой вариант всегда большая удача, как говорят риэлторы, потому что собственники, как правило, оставляют всю мебель и готовы делать скидки. Нам, можно сказать, повезло, потому что в данном доме квартиры однокомнатные стоят от 6 миллионов и выше. А мы купили за 5 950. Да, это существенная, как бы, низкая цена, потому что квадратура очень большая. Вот, и мы очень довольны, и клиент тоже наш довольна. Сейчас многие расширяются. За последние 3-4 года вырос спрос на двушки. Совсем недавно покупатели искали в основном только однокомнатные квартиры. Но ситуация изменилась. Растут, конечно, и цены на недвижимость. Еще в 2016-2017 годах двухкомнатную квартиру можно было приобрести в пределах 3-4 миллионов рублей. Сейчас же двушка в центре Якутска обойдется минимум в 6,5 миллионов рублей. А вот средняя цена на однокомнатную квартиру начинается от 4 миллионов. Но в предыдущих годах, конечно, это было намного ниже, то есть 65-85 за квадратный метр. Сейчас от 120 и выше, да, в среднем это цена, за которую мы сейчас продаем. В повышении цен существенную роль сыграла реализация на территории региона ряда государственных программ, в том числе «Молодая семья», «Дальневосточная ипотека» и другие. Рост цен связан, конечно, с дальневосточной ипотекой. То есть цены на первичный рынок очень сильно выросли, рост примерно до 30%. Уже старт продаж у застройщика, если в прошлом году начинался от 75 тысяч за квадратный метр, да, даже не в прошлом, вот в конце 2019 года, да, то после дальневосточной ипотеки цены стали, сейчас начинают даже 130 за квадратный метр. То есть рост существенный. А вторичный рынок, как правило, возрастает вслед за первичным рынком, потому что люди понимают, что если они покупают новостройку за такую цену, то если она будет с отделкой, с ремонтом, с вложениями, далее она уже будет дороже, соответственно. На первичный рынок, конечно же, спрос у молодых семей, да, так как у нас действуют государственные программы, дальневосточная ипотека, да, и другие программы. И, соответственно, молодая семья до 35 лет, они хотят, конечно, либо купить квартиру в новостройке, либо построить частный дом. Вот эта тенденция наблюдается, и это очень хорошая, как бы, программа для молодых семей. А на вторичном рынке те, кто не попадают под государственные программы, они, соответственно, конечно, под готовое жилье. Вот, спрос такой. Вот, и по статистике, да, крупного банка нашего, возрастная категория, она, скажем, стала моложе. Да? Сейчас покупатели наши с 25 лет до 37 лет.
При этом сохраняется и спрос на стандартную ипотеку. Риэлторы отмечают, что нынешней осенью число желающих приобрести квартиру по ипотечной программе без льгот выросло в разы. Спрос у нас разный, то есть по обычной ставке тоже регулярно, да, покупают квартиры. Но, конечно, вот в начале года и в середине года был большой такой всплеск по дальневосточной ипотеке. То есть молодые семьи у нас активно покупали строящееся жилье, также строились, получается, да. Вот этот, конечно, такой пул большой за весь год. Но сейчас, ближе к осени, можно сказать, ну, зиме, да, что обычная ставка под 8%, она тоже активизируется. Традиционно покупателей интересует центр Якутска, но из-за высоких цен и устаревшего жилищного фонда в последние годы высоким спросом пользуются также и новые жилые микрорайоны. Самыми популярными сейчас районами являются вот именно новые молодежные районы. Скорее всего, это связано с тем, что в основном покупает молодежь квартиры. Да? 203-й микрорайон, Прометей — это вот прямо самые такие популярные районы. Ну, конечно, это центр города, соответственно. Ну и окраины не сильно пользуются популярностью. Так, а коммуналки, комнаты, студии, насколько пользуются спросом? Знаете, маленькие малогабаритные квартиры, они всегда будут пользоваться спросом, потому что это самое дешевое жилье. И вот студии, квартиры-студии, даже комнаты в общежитиях, они всегда пользуются спросом, и они хорошо продаются. А цены на них у них сегодня сколько? От скольки до скольки? Цены на все выросли. Комнаты можно там от миллиона, в принципе, можно найти от 1,5. Рынок недвижимости диктует свои правила, меняются и требования покупателей. Сейчас люди стали избирательнее, больше обращают внимание на детали, этажность, ремонт и другие благоустройства. Но мы наблюдаем такую тенденцию, что люди хотят вариант, мы называем «заезжай и живи», да? То есть это качественный ремонт, чтобы была полностью мебелированная, да? Полностью соответствовала требованиям. То есть вот человек заехал и живет. Все, ничего не нужно, да, дополнительных трат и так далее. То есть вот эта тенденция очень наблюдается. При этом не такой ремонт, что обычный, да, а качественный, хороший, где-то даже, может, дизайнерский, да, ремонт, такая квартира очень быстро продается. Вот. Раньше, конечно, на ремонт не такое внимание уделяли, потому что люди думали так, купим квартиру и сами сделаем под себя ремонт, да, потому что цены были, конечно, адекватные, не то что сейчас, низкие, и строительные материалы тогда тоже были по приемлемой цене, и, соответственно, люди могли такое, да, купить. При этом сегодня на территории столицы предложения не покрывают спрос населения, то есть квартир на рынке жилья не так-то и много. Это также влияет на рост цен и повышает спрос на земельные участки. А предложения, допустим, на вторичном рынке в принципе достаточно, есть из чего выбрать. На первичном рынке до сих пор ощущается небольшая нехватка объектов в хороших районах в центре. Квартиры расходятся моментально очень быстро. Поэтому цены, скорее всего, в ближайшем будущем сильно падать не будут, потому что спрос большой. На первичном рынке, к сожалению, таких предложений очень мало, застройщиков мало, да, и, соответственно, мы наблюдаем тоже такую тенденцию, что молодые люди хотят из-за нехватки квартир, скажем, да, объектов, они покупают земельные участки и начинают строительство своего собственного дома. Нехватка комфортного жилья в Якутске и высокие цены на него, как отмечают эксперты по недвижимости, способствуют миграции людей из региона. В последние годы неуклонно растет спрос на недвижимость за пределами республики. В последнее время возросло, да, региональная ипотека, то есть клиенты у нас часто стали переезжать в Москву, Санкт-Петербург. Привлекают, конечно, цены, привлекают ставки, то есть там есть различные ставки, именно которые действуют по центральной России, да, то есть у нас их нет, у нас, допустим, дальневосточная ипотека, а у них там есть различные акции от застройщиков. Это тоже привлекает, также привлекает инвестирование в недвижимость в Москве. То есть цены растут не как у нас, то есть еще больше, и в течение года, в принципе, можно перепродать, допустим, недвижимость, чуть за большую цену. А вообще какие субъекты никуда переезжать? Москва? Москва, Питер, можно отнести Калининград, возможно, потому что было несколько у нас продаж конкретно на этот город. Вот. И остальные так
по процентовке пониже. Власти региона сегодня делают все возможное, чтобы повлиять на рынок недвижимости и сдержать рост цен. Лучшее решение – это расширение территории столицы, застройка новых жилых кварталов и оформление земель под новые участки. Но учитывая то, что государство не регулирует цены, да, на рынке первичного, вторичного жилья, да, мы здесь видим одно из мер – это увеличение предложения на рынке недвижимости. Да, соответственно, будет конкуренция, да, соответственно, у людей будет больше выбора, да, и в условиях рыночной экономики, да, застройщики будут вынуждены, конкурируя между собой, да, выставлять более привлекательные условия, в том числе и по стоимости. Так, благодаря региональным властям в Якутске застраивается микрорайон «Звездный» на территории ДСК. Первую сваю здесь заложили в июне этого года. Сейчас здесь одновременно возводятся сразу несколько жилых многоквартирных домов. Это не только обеспечить горожан качественным и доступным жильем, но и позволит городу расшириться в южном направлении. Это первые 7 домов в квартале «Звездный». Этажность будет от 5 до 7 этажей данных домов. Всего будет 26,5 тысяч квадратных метров жилья в данных 7 домах возведено. Количество квартир будет 681 квартира. Сдача домов планируется в 4 квартале 2022 года. В целом же по итогам реализации данного проекта здесь будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Региональные власти на этом не останавливаются. В будущем будут застроены и другие районы столицы. Между тем, риэлторы напоминают, если вы решились приобрести квартиру, то это надо делать сейчас. Самый большой такой совет – не ждать. То есть, если вы решились, в этот же момент нужно уже успевать подавать, успевать искать квартиры, потому что цены растут, все меняется, да. Мы не знаем, через полгода какая ставка будет. Сейчас работаем со ставкой 8%. Возможно, весной цена будет ниже, но ставка будет выше. То есть, все равно цена практически выходит одинаково, поэтому совет не ждать. Не ждать изменений. А если решились, то уже начинать действовать.